Я не совершал преступления, никого к совершению преступления не призывал. Я выражал свои убеждения мирным способом, не запрещенным законом. Но права моего народа, как я раньше говорил, были беззаконно побраны и совершилась историческая несправедливость. Поэтому я проявил непримиримость к нарушению прав моего народа и к незаконному отъему земли. Скажу так, что узники, которые со мной сидят, ни в чем не видят. То, что меня называют там лидером, хотя здесь миллион было сказано, и свидетелями со стороны обвинения, и свидетелями со стороны защиты, что у ингушей не было князей, царей, лидеров. Каждый ингуш лидер, каждый ингуш царь и князь имеет свое мнение. Также у меня это мнение было. Но поскольку в этом процессе из меня сделали лидером, я этот титул принимаю с гордостью и честью и готов его нести. Когда 26 сентября нахально были попраны права моего народа, когда нарушение Конституции, нарушение всех законов, соглашением матовников, приехал, стал вот так, посадил этих так, заставил их подписать, третья сторона присутствовала. Когда все это было сделано и рекламировано, когда молодежь стояла у Аланских ворот, живой человек, любящий свою родину, свою землю, свой народ и свою молодежь, не смог бы дома сидеть. Я посчитал своим долгом встать, поехать и быть рядом с этой молодежью. Во избежание каких-то противоправных, незаконных, потому что молодежь горячая, вопрос очень серьезный, а присутствие старейшин, оно как бы немножко стимулирует, успокаивает их, есть возможность как-то повлиять. То есть вот такая миссия была. И, конечно, несогласие, абсолютное несогласие с попранными нашими правами. Власть, Евкуров обманул президента страны, обманул других руководителей, сказал, я все решил, они между собой не будут. Ни один человек не станет рядом с Багаудином, Барахоев не выйдет, я утрирую, рядом с Халоем он не выйдет, рядом с Магомедом тот не встанет. Они разделены на 5, на 10 частей. Мы проведем и решим как надо. Извините, оказалось не так, оказалось народ трудную минуту, как это в Казахстане было, когда вы привезли, выбросили в снег. Если вы прочитали книги, это написано хорошо. Выбросили в снег семьи. 50% населения погибло. У меня 2 сестры и брат лопнули от голода. У меня сестра я извиняюсь, замерзла в снегу. Спасает книги отца, его труды от НКВД, которого просто вызвали на собеседование и сказали, ты агитируешь народ ехать на Кавказ. Высшую меру дали и увезли. И не было, 8 лет не было отца. Мы поминки, меня не было тогда. Поминки родители сыграли, детей похоронили, голодом пережили. Спасибо, люди друг другу помогали. Мать ездила все равно в лагерь, давала передачи, живой он или не живой, кому-нибудь из ингушей достанется. Я об этом писал. Это тяжелые минуты. И поэтому, ваша честь, когда сторона обвинения говорит, что мы манипулируем этими событиями, что мы манипулируем событиями 92-го года, я вам тогда как-то говорил, что в 92-м году моего родного брата облили бензином и хотели поджечь. А мне сказали, я через 8 дней только его увидел. По сегодняшний день я смотрю на брата, я его уже 1 раз похоронил. Он 10 раз старше меня. На 3 года хотя младше.
Мы испытали все этот геноцид и при Сталине, и при Ельцине. И сегодня, когда сторона обвинения говорит, что мы манипулируем этими делами, я понимаю, что у них не погибали от голода дети, братья, сестры, не замерзали в морозе родные, и не поджигали ни за что, ни в чем невиновных людей во Владикавказе. Я этими руками хоронил врача, детского врача Арчакову Хаву. Я этими руками хоронил мужчин, женщин, которые насиловали во Владикавказе. Я хоронил братьев, которые увидели, когда вытащили голову снутри живота женщины, увидел свою сестру, разрыв сердца, я их обоих похоронил. Вы хотите, чтобы мы забыли эту боль? Ваша честь, это нереально. Этим не надо манипулировать. Этим не надо кому-то сказать. Любого возьмите. То, что я рассказываю, в каждой семье было. У каждого это было. И когда я слышу, что я манипулировал законом реабилитации репрессированных народов, опять скажу, я не хвастаюсь, но я горжусь. Я встречался с Алексеем II, как помощник со своим депутатом. Я встречался с Сахаровым, я встречался с Лихачевым. И такие умные люди, это всему миру известные люди, написали письма депутатам СССР, они сами были депутатами, поддержали закон о реабилитации репрессированных народов, и был принят самый гуманный закон на земле во все времена о реабилитации. А касается ингушей, территориальной реабилитации нет механизма. Я и мои дети, у которых у всех есть высшее образование, и УСНО, ни один не работает на государственной власти. И там, где они работали, когда им предложили незаконные операции, они написали заявление, старший сын ушел. То есть меня отец воспитал так, и я своих детей воспитал не брать чужое, не воровать и грешным не заниматься. Что бы это ни было. Для нас самое главное – это мой народ, моя родина, моя земля. И честь отца, которую я не опорочил, я надеюсь, что мои внуки тоже этого не сделают. Это для меня самое главное. Поэтому говорить, что я рвался, у меня были политические амбиции, это абсолютно недоказанное, абсолютно непроверенное, написанное фальшь в личном этом уголовном деле. 2 пенсионера-старика, 1 девочка и вот 4 вот этих молодых человека, если конституционный строй России могут разрушить, да, ваша честь. О чем мы говорим? Как не стыдно тем, кто это писал? Как не стыдно тем, кто защищает их, которые нас обвиняют в этом? Неужели держава Россия, какие-то 2 инвалида способны конституционный строй развалить? Я не понимаю, ваша честь. Я не понимаю, ваша честь, почему я, гражданин Российской Федерации, гражданин Ингушской Республики, если мой Конституционный суд принял решение о том, что это соглашение незаконно 30 октября, почему я не должен верить своему Конституционному суду? Если в законах написано, что решение этого Конституционного суда Республики Ингушетия, оно не апелляционно. Я не понимаю, почему Конституционный суд России рассмотрел этот вопрос. Я не понимаю, с какой совестью, как Евкуров мог против своего народа заявление туда написать. Я не понимаю, как Следственный комитет, прокуратура, другие органы не принимают заявлений у депутатов, которые написали, вот их адвокаты, которые участвовали в этих делах, что сфальсифицировано, что неправильно, что незаконно, что это все. Они вышли, нам 4 октября об этом все говорили. Я, когда послушал умных юристов, всех вас, я думаю, на этом месте не я, не мои подельники должны сидеть. Здесь должны сидеть те люди, которые нарушили Конституцию, которые хотят разрушить Конституцию, которая принята в России. Те люди, которые не призваны защищать законы, врут, обманывают и под политическим влиянием, под политическим заказом нас здесь держат.
потеряв совесть ради звездочек, ради кресел, которые их греют, им в карманы деньги идут. Я считаю, это антирелигиозно, антибожественно, антинравственно, и что эти люди именно должны здесь сидеть, а не мы. Но неужели один раз в России не может власть повернуться с человеческим лицом и ушам, понять их судьбу, их боль, их тяжелая ситуация? Вот это непонятно. Поэтому все, что вот это понарыжничал нарыжный, я считаю позор России, позор всей России. Я считаю, такие люди, такие специалисты, которые вранье сочиняют, пишут и которые вранье хотят протащить, они позорят в первую очередь президента и Россию. Вражды у меня не было к нему, я кровную вражду с ним не имел, политическую тоже, у меня была неприязнь. Этот человек мне неприятен, потому что он лжец и подлец. И он свой народ не любит, он продал свой народ. Здесь почему-то обвинение всегда говорит, продал там. Это не в том смысле, вы мне дали 100 рублей, я вам продал там книгу. Это не это. Это чувство народа, это историю народа, это наши кладбища, наша археология, наши... Без истории, без этого будущего нет у наших детей. Он не спросил, ничего не сделал ради карьеры. Даже если ему дали указания, я вам рассказал, как бы я поступил. Я сказал бы порядочно, Андрей посадил и сказал бы, дорогие мои, я могу уйти с этой должности, чтобы честь своего отца, имя своего рода сохранить. Можно лучше даже умереть, чем потерять ее. Но ситуация такая, мы обязаны сделать это. Мы своими действиями направили весь негатив и энергию возможного социального взрыва в правовое русло, где люди смогли высказать свое возмущение и недовольство по происходящим в республике процессам в цивилизованном и общедоступном виде. А то, что случилось утром 27-19 марта, была откровенная провокация власти. И все это произошло только и только по вине тогдашней власти республики. Убежден в том, что это дело не является обычным уголовным разбирательством, это дело является политически мотивированной попыткой расправы не только над нами, но и над гражданским обществом республики в целом.